Как это? Все отлично. Ага, слышно звук ветра или мешает это? Ты главный комментарий выруби, потому что некоторые не хочет смотреть. Не-не, звук тут очень у нас ветреный. Слышно? Все четко, брат. Просто Хорошо. комменты выключи, брат. Выключить. Комментарий деактивировать. Все, Пусть некоторые невоспитанные люди пусть оставят свои мнения при себе. окей. Вот это хороший способ, я так борюсь. Да не борься, брат, понимаешь, идиоты всегда есть, и с ними ничего делать, понимаешь? Поэтому лучше игнорируй иногда. Я как малейший, там мне пишет директ, я сразу блокирую. И я, и Мухаммад. То есть у нас, мы вообще... Да. Хейтеров, знаешь, хейтеров всегда нужно блокировать, на самом деле. Вот, от них не пользы, только нервы тебе портят, понимаешь? А мы тут зачем стоим, зачем мы тут что-то делаем, что-то доказываем, для того, чтобы получить от этого удовольствие, понимаешь? Да. А не для того, чтобы, допустим, понимаешь, тебе нервы сделать. Кто хочет быть с нами, он будет с нами. А кто не хочет, до свидания, вот и все. Правильно. Некоторые просто, у них, честно, я уверен, они дома так воспитались, но с ними так родители общаются. И когда выходят в такое общественное место, там тоже, просто зеркало их поведения, семейное положение, все отношения, показывает себя. Неважно. Али, это их проблемы, нас это не должно волновать. Да. Ребята, мы сегодня с Бахой зашли в эфир обсудить вчерашнюю схватку, гордость персидского народа, Таджикистан, Афганистан, Иран, часть Ирака, в Турции, часть немножко в Азербайджане, в Пакистане. Наш народ большой. Минимум 200 миллионов болели за Хасана Яздани. Это человек высочайшего уровня, борец. И сегодня хотим немножко обсудить. Да. На самом деле, я его люблю называть персидским пантерой. Да, реально, как пантера. Пантеры живут в провинции Мазандарана, и его тоже называют Мазандаранские пантеры. Машалла. Али, твое мнение, как ты думаешь, чего не хватило персидскому пантере, чтобы победить своего американского оппонента, потому что он его ввел 3-0. И последние 15 секунд он проиграл. Просто 15 секунд его стали проиграть. Проблема была один из близких Хасана, там у нас как в России Матч ТВ есть, у нас есть третий телеканал, там сказали, что ему один день, мне кажется, ветрено. Ветер, да, кстати, где-нибудь, чтобы ветра не было. Но чтобы интернет не испортился. Сейчас. Али. Да. Главное, давай быстренько сделаем, потому что интернет дорогой здесь бывает. Да. Сказали, что один день до схватки ему было плохо, и ему ставили капельницу. То есть, я когда это слышал, я сразу понял, может быть, тогда плохо. Но во время борьбы он вел первый раунд, он как бы контролировал, был активнее, даже Тейлор, получил замечание, типа он должен быть более активный. Но я считаю, у Хасана были какие-то физические проблемы, потому что он перед последней схваткой с Тейлором, он агрессивно не вел, то есть там тейкдауны делать, проходы, вот это все. Но видели, потом это четко на замедленном видео видно, что он на полсекунды, как-то его ноги будто бы как прилепились к полу. И вот Тейлор вот это за полсекунды это использовал и сделал проход. Это не был успешный проход. Это было время, когда Хасан как-то у него ноги прицепились к полу, и Тейлор, молодец, он использовал этот момент. Хитрость, брат, хитрость. Знаешь, нельзя потерять бдительность до последнего. Даже вспомни бой Мухаммада против казахского бойца, очень крепкий парень. Как его зовут? Касымбай. На самом деле Касымбай очень сильный пацан. Я не знаю, какие отношения с ним сейчас, но когда я с ним познакомился, это было 4 года назад, мы с ним увиделись
столице Казахстана, в Астане. Он такой воспитанный парень, такой хороший парень, на самом деле. Я когда его увидел, я сказал, что ты боец. Он говорит, да, брат, я боец. И когда я работал в Лиге Fight Night, я у него интервью записывал. Вот, и он меня очень впечатлил своим воспитанием. Но, может быть, сейчас из-за хайпа, из-за чего у вас отношения не очень хорошие, да, с ним? У нас-то нет никаких с ним. Никаких. Вот, и на самом деле этот бой, я сегодня, кстати, на тренировке был и смотрел этот бой. Бой Мухаммада и Кацимбая. Прям на одном дыхании сидел и смотрел этот бой. Реально мощный бой. Я увидел, бля. Особенно, знаешь, что меня удивило? Середина второго раунда. Именно проблемы у Мухаммада появились в середине второго раунда. Он потерял свои энергии. Да. Своей энергии, да. Вот точно так же, как и у Яздани, да, допустим, он вел под конец. Такое ощущение, что аккумулятор заканчивается, понимаешь, у ребят. Как-то так не расслабился, будто как принял, что он выиграл. И вот тут да. проход, да. Да. Ну, знаешь, я думаю, вот он точно над своими ошибками сейчас поработает. Я уверен, ему всего 26 лет, по-моему, да. А Тейлору 30. Я уверен, через 3 года в Париже будет следующая Олимпиада. Я уверен, Хасан либо на мире, либо там еще раз его выиграет, размотает его. Просто видели, как Хасан его накрывал двумя руками, как всех встряхивает. Видели, просто, Тейлор был без шансов, первый раунд перед ним. Иншалла. И самое главное, вот знаешь, вот помнишь, мы с тобой только что разговаривали, главное сейчас ребятам, персидским борцам там, из Ирана, с Таджикистана, да, там, им лучше на сборы уезжать, знаешь, допустим, в Дагестан, в Америку, да, там, где школы очень мощные. Нужно всегда развивать свою борьбу, понимаешь? Да, И нужно видеть всегда... другие школы, да. Вот, и всегда нужно, знаешь, брат, еще нужно всегда акцент делать на молодых. Потому что молодые, они больше голодные. Понимаешь, Конечно. у Пантери уже есть золотая медаль. Понимаешь? Да. Он должен быть замотивирован. У нас было 15 секунд, были от второго золота, но, к сожалению, не получилось. Но я думаю, он 100% вернется. По-любому Хасан лучше. Я считаю, Хасан намного лучше Тейлора. Тейлор тоже хороший, но Хасан лучше. Я уверен, он вернется и на мире, либо через 3 года точно его выиграет. Выиграет еще. Иншалла. Может, еще к этому моменту еще больше молодых будет, новые чемпионы будут. Да, я думаю, знаешь, у нас в Иране, как в России, не так, акцент ставят на борьбу. То есть, если, допустим, как в Америке в школе, там вместо футбола, да, еще ставят борьбу, я уверен, Иран будет на первом месте в борьбе. У нас, допустим, вот эти ребята только из Мазандарана, только из одного города, понимаешь? А представь, если еще 32 города еще будут участвовать в этом всем. Ну да, конечно. 90 миллионов населения в Иране. Если будут как бы развивать это, ставить в школу, что в школе все занимались борьбой, я уверен, у нас будет несколько раз больше результатов. Иншалла. Скажи, пожалуйста, а вообще молодежь, допустим, да, там, для молодежи, для того, чтобы их стало больше, какие-то средства вообще, какие, допустим, какое внимание от государства вообще для борьбы у вас в Иране? Честно, сейчас последние годы хуже и хуже, потому что я считаю, вот постоянно надо инвестировать, развивать это, да. Но тренеров надо поддерживать, чтобы тренера 2 раза в день тренировали там, чтобы дети это начали полюбить. Допустим, мой маленький брат пошел на борьбу, он потом сказал, там холодно, я не могу дальше идти. И он ушел. Понимаешь, да? Какой? А? Какой брат? Мой... Мухаммад? Не, мой 6-й брат. Сколько вас там? Хайбати. Да. Мой 6-й брат. У меня интернет, по ходу дела, закончился. Да, но я слышу тебя, походу. Меня слышно, да?
Слышно меня? Али, Я тебя вижу. Али, Да. это Дубай, брат. Интернет быстро заканчивается. Да, 5 минут вернусь, хорошо? Я сейчас докуплю пакеты и вернусь обратно, хорошо? Не выходи с эфира. У меня просто Окей. гигабайт интернет, кажется, она заканчивается быстро. И вот сейчас Все, я давай. Wi-Fi включил. Как тебя слышно? Вот сейчас я на Wi-Fi. Нормально Сейчас сейчас? вроде нормально, да. Ну, немножко лагает Тормозит, иногда. да? Немножко, да. Ну давай через 5 минут вернусь. Сейчас я куплю пакет и вернусь. Давай.